أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Я приветствую всех своих братьев и сестер, всех, кто с оружием в руках встал на путь защиты суверенитета, свободы, независимости чеченского народа. Также приветствую всех тех братьев, которые также подключились к джихаду чеченского народа на пути его освобождения от колониального российского оккупационного режима. Больше месяца прошло с того дня, как стал шахидом один из лучших, ярчайших сыновей чеченского народа, да и не только, одних из самых ярких личностей нашего времени, Масхадов Аслан Алиевич. Путь, который выбрал Масхадов Аслан, не являлся лично его путем или путем для одного Масхадова. И поэтому не то подлое убийство, которое совершили российские оккупационные войска, не те бесчинства, которые творят национал-подонки, подручные приспешники российской бандформирования, не смогут свернуть чеченский народ с пути независимости, с пути суверенитета, с пути, который призван освободить чеченский народ от российских имперских амбиций и тех многовековых издевательств и геноцида над чеченским народом. И поэтому оккупационные войска, когда пытались, сначала убил первого президента чеченского народа Джохара Дудаева, затем самым подлым, циничным методом убил второго президента Чеченской Республики Ичкерия Яндарбиева Зелимхана, который встал на пост после того, как героически погиб Джохар Дудаев, и убив третьего президента, фактически по выбранию считать второго президента Чеченской Республики Ичкерия Масхадова Аслана, никаком такому результату, о котором, возможно, они мечтали, они не пришли. Потому что путь, который для себя избрал чеченский народ, не зависит от одного человека. Эти люди, которые стали во главе чистых помыслов чеченского народа на пути его освобождения, и только из-за этого стали и лидерами, только из-за этого стали известными, только из-за этого получили тот авторитет, заслуженный и перед чеченским народом, и перед всем мировым сообществом, для которого истинной независимости, свободы, прав человека не являются декларируемыми словами, а ценностями, которые претворяются в жизнь. Для всех этих людей Масхадов Аслан стал яркой личностью, личность, которую будут брать примеры не только чеченский народ, но и каждый народ, который определит для себя путь независимости и суверенитета. И поэтому ни оккупанты, ни их приспешники этим ничего не добились. Преемственность в нашей Конституции, в наших законах определены, и гибель ни одного из наших руководителей не может поставить крест на тот путь освобождения чеченского народа, какими бы заявлениями это не следовало, каким бы грязным действием это не следовало, какие бы грязные действия не совершала российская оккупационная машина на территории Чеченской Республики Ичкерия. И поэтому встает вопрос у многих, какова обстановка в Чечении, Чеченской Республике Ичкерии после Масхадова. Чеченская Республика Ичкерия, как она стояла на пути независимости и суверенитета, и своей борьбы на этом пути, так и стоит. И никаких новых действий,
которые могли бы свернуть бойцов сопротивления, и руководства ЧРИ нету. Никаких действий, которые могли бы свернуть чеченский народ с пути им избранного. И поэтому говорить о каких-то изменениях внутриполитических, военных или внешнеполитической политики Чеченской Республики Ичкерия не следует об этом говорить, так как и политика, которая избрана чеченским народом, и политика, на котором до сегодняшнего дня шло руководство Чеченской Республики Ичкерия, остается неизменным. Путь независимости, путь суверенитета, путь защиты своих граждан от всяких оккупантов и агрессоров. И поэтому каких-то изменений ни в политическом плане, ни в каких-либо других ситуациях это никакого влияния не имеет. И также ситуация с дисциплиной. Много стоит вопросов на этот счет. Пошатнулась ли дисциплина, пошатнулась ли какая-то организационная система в рядах бойцов сопротивления, в рядах вооруженных сил ЧРИ. Никаких таких заметных преобразований не произошло и не произойдет. С первого дня после этого зверского, нечеловеческого преступления, которое было совершено руководством России при поддержке своих спецслужб, не нанесло никакого удара, который смог бы сломить ряды сопротивления. Дисциплина, которая была достигнута в рядах муджахидов, она также остается полностью в подчинении Верховного Главнокомандующего, Маджлис Шура, президента ЧРИ. И после этого совершенного теракта по отношению к руководству ЧРИ в рядах сопротивления явно наблюдается рост активности, рост сопротивления против оккупационного войска. Мы провели некоторые незначительные изменения, рекогносцировки, как образование из некоторых направлений, как фронты, например, некоторые направления, которые до сих пор у нас были оперативным направлением, как дагестанский, у нас теперь стал Дагестанским фронтом. Все наши направления разбиты на 6 частей, на 6 фронтов. И в нашей организационной системе сегодня является 6 фронтов. Первый – это Дагестанский фронт, второй – Восточный фронт, третий – Грозненский фронт, Северный фронт, Западный фронт и Кавказский. И по всем этим фронтам определены амиры, и все наши фронты разбиты на 35 секторов. И дисциплина, альхамдулиллах, на высоком уровне. Все муджахиды, все амиры с первого дня полностью принесли присягу мне, как президенту, который стал на место президента Шахида Масхадова. И тех результатов, как выше отмечалось, на котором надеялось, наверное, российское руководство, они не смогли добиться и не смогут добиться. Потому что путь, взятый себе как цель народом, нельзя остановить или нельзя свернуть народ с этого пути убийством одного человека или нескольких десятков. Это никакой роли не сыграет. Единственное, что могут они добиться, что уйдя на пути Аллаха как воины, как муджахиды, как герои, такие великие воины, как Масхадов, Джахар Будаев, Эндарбиев, они остаются для нас как светильником, как светом, который они освещают нам путь, показав этим искренность своих намерений, искренность в своих делах и продемонстрировав всему миру, что для этих людей слова свободы, суверенности не были пустыми словами, как они могут являться для многих руководителей, в том числе российских, если бы это касалось бы
лично их семей. Мы знаем, что эти люди не выстояли бы и ни одного часа, но это полностью противоречит тому героизму, который был показан, продемонстрирован руководителем вчера. Поэтому тех результатов, которые хотели добиться, они не смогут добиться.